хозяйственных наук, декану факультета ветеринарной медицины и зоотехники Чувашского государственного аграрного университета Тобоеву Герольду Марксовичу. Я представляю аграрный университет. Для информации, я выпускник нашего зооинженерного факультета, по образованию зооинженер, пчелами занимаюсь всю свою сознательную жизнь. Крупная пасека находится в Ядерном районе на 3 участках. Одна пасека в лесу, крупная пасека, вторая пасека в другом лесу на опушке леса, на склоне оврага. Третья пасека находится на населенном пункте, на коровье села, на коровье улице. Разводим популяцию разных пчел. Это для того, чтобы было интересно знать, как вообще развиваются пчелы в условиях села, в условиях, когда, скажем, да, лес и сельхозугодие. И третья пасека вообще глубоко в лесу. Интересные данные получаем, поэтому анализируем, чтобы быть всегда в тренде. Что бы хотел сказать? Всех приветствую от нашего университета и приглашаю всех 4 марта на следующий форум. Будем проводить на базе нашего Чувашского государственного аграрного университета. Информация поступит, поэтому я рад, что сегодня вы все собрались. А теперь вкратце о тех тенденциях, которые у нас есть. Хочу сказать, что мы последние 2 года не собирались. И поверьте, ситуация, она ни в коем случае в лучшую сторону не изменилась. Тренд вообще идет, тенденция в отрицательную сторону. Вот я заявил тему доклада «Технологические приемы по увеличению медопродуктивности». А вот теперь думаю, о какой продуктивности вообще можно вести речь, если у нас проблема с зимовкой. У нас ежегодно на пасеках Чувашии идет отход. Что такое отход? Погибло, для примера, говорить не буду, кто это, где, у кого. Было 25 семей, осталось 5. Было 80 семей, осталось 40. О какой продуктивности вообще можно речь, если пчеловод думает, где бы найти пчел, как бы поделить, где бы найти семьи, пакеты, формировать отводки, все. В пасеке кирдык почти, никакой продуктивности нет. Вот такая тенденция идет из года в год, и, к сожалению, она не улучшается. На прошлой неделе, может быть, слушали, видели по телевизору федеральный канал, как-то удачно попал. Показали состояние пчеловодства в России, и там приводятся цифры. Цифры не мои, цитирую. Отход в странах Европы, зарубежных стран до 70%, по России отход до 40%. Если кто-то из вас не верит, это зря. Вот по своему району по знакомому могу знать, периодически у кого, не сразу все. В одном году у кого 20 семей, в следующем году у кого-то 30 семей, у кого-то было 35 всего, 3 семьи остались. И вот такая тенденция идет за последние 3-4 года. И вот теперь возникает вопрос, куда мы идем, куда мы катимся. Вот я сейчас попробую свои суждения, это мои суждения будет. Хочу довести до вас, почему так происходит. Ну, начнем с того, что, здесь много факторов. Внешние, есть факторы объективные, скажем так, климат, как в прошлом году вообще непонятно было. Вот в нашем Ядерном районе цветение яблони сдвинулось на 4 недели. Я такого за свою жизнь, скоро будет 60 лет, я этого не помню. Значит, сдвинулось все. Сдвинулось и сроки цветения, этапы развития пчелосемьи. Это все сдвинулось таким образом, а мы это просто не заметили, работаем все так же по старинке. Но тоже, конечно, есть субъективные факторы. И в том числе субъективным фактором я считаю то, что мы все-таки работаем по той схеме, которую мы получили. А то, что у нас уже жизнь изменилась, мир изменился, пчелы другие, климат другой стал. А мы также работаем по старинке, как нас в свое время научили. И, соответственно, мы получаем такие результаты. Поэтому я очень благодарен Батурской земле, то, что он так собирает, то, что он направляет пчеловодов на то, что всегда надо учиться работать. Жизнь меняется, пчелы меняются, мы тоже должны подстраиваться под это направление. Теперь, давайте все-таки начнем тогда. Если у нас очень сильная медопродуктивность зависит от зимовки, посмотрим, а что же происходит у нас с зимовкой.
Конечно, при решении проблемы повышения продуктивности единого рецепта нет. Вот так раз мы так не можем его сделать. Здесь куча факторов. Но если сейчас мы вообще ведем про зимовку, наверняка здесь есть нарушения, которые мы допускаем. Вот когда у нас создали форум пчеловода Чувашии, я вот часто слушаю, читаю, приходится отвлекаться. Просто временами возникает ощущение, что люди вообще книг не читали. Я прекрасно понимаю, что многие пчеловоды, они не имеют высшего агрономического, зоотехнического, ветеринарного образования, да, они, соответственно, не обучались, но в то же время пчеловоды должны быть компетентными. Вот когда идет обсуждение про кормление пчел в сентябре, про лечение в октябре, я хотел спросить, кто этого пчеловода так научил? Где этот нулевой пациент, нулевой учитель, кто такие знания дает? Кто так научил, что надо кормить в сентябре? Я читаю там обсуждение такое бурное, я вообще и не съесть, и не встать. Но это реально так идет. Про лечение вообще в октябре, зимой, это что за бред вообще? Таким образом, получается, что мы не соблюдаем сами технологические мероприятия, которые должны. Цитирую нашего модельника Льва Николаевича, наши аксакалы, ему уже 88 лет, мы с ним вместе за пчеловодство в нашем университете отвечаю. Я его до сих пор, его лекции помню. Сроки подкормки должны быть завершены 30 августа. Китайский срок до 1 сентября. Он это сказал в 85-86 году. Я до сих пор это помню. Понимаете? А теперь вопрос. Мы это соблюдаем? Сентябрь зашли, мы кормим. Там лечение. Раз. Теперь следующий вопрос. У нас искусственно насаждается пчеловоду-любителю, что канди это вот святая святых. Я понимаю, что есть пчеловоды, которые занимаются производством, реализацией пчелопродукции. Но в каком учебнике написано, что кто кого так научил, что все должны канди получать. А я слушаю своих даже коллег по работе, а я уже второй раз кормливаю канди. Я думаю, вот сказать, что ты дурак, обидится. Сказать, что ты неправильно, обидится. Вообще канди давать можно только в том случае, если по каким-то причинам вы не смогли кормовые запасы обеспечить, были проблемы, и дается за несколько недель до предполагаемой выставки, чтобы пчелу не спровоцировать. Это обыкновенная истина. Так тогда как рассчитать, что пчеловод не думал, сейчас кандидат, есть норматив прописанный, на 1/100 рамку дается 2 килограмм меда или сахара, так ведь? Если у вас обычно на зимовку мы оставляем 9, 10, 11 рамок, которые обследованы пчелами. Если у вас 9, 18, 20, 10, 20 килограмм, 11, 22. Тут, наверное, в том, что еще многие пчеловоды не знают, что если мы даем сахар и автоматически его пересчитываем в мед, это неправильно. Потому что 1/4 часть энергии, которая заключена в сахаре, идет на саму переработку сиропа и превращение его в мед. Таким образом, если нам нужно давать 20, то сколько мы должны дать? Мы должны дать 25 килограмм сахара, да, ведь? А так вообще желательно, чтобы половина была натурального цветочного меда, а половина была сахара. Вот это надо соблюдать. И в то же время все стимулирующие лечебные ветеринарные мероприятия мы проводим его на осенней пчеле. То есть пчела, которая у нас после откачки меда весной и летом, мы вообще категорически считаем, что нельзя применять антибиотики вообще. Лекарственные какие-то травы, какие-то бальзамы, что-нибудь такое, да, конечно, можно, но ни в коем случае не антибиотики. Но в то же время прекрасно понимаем себя, которые имеют признаки заболевания, допустим, маскоцирроз, против, конечно, мы вынуждены их лечить. Но это нужно помнить, что потом, когда вы будете откачивать мед, этот мед, он не попал в ту серию, в ту партию, которую вы предполагаете для реализации куда-то. Вот это никто не отсекает. Следующий момент. Про зимовку долго говорить не буду, эта проблема, она действительно большая, очень много говорить. Но хотел остановиться на том, что пчеловод всегда хочет как-то свою пасеку улучшить, да, повысить продуктивность. Было одно время, мы сильно увлекались типами ульев. Даже рубрика была в газетах, журналах «Ульи 21 века».
Ну, молодцы, я всегда считаю, пчеловоды они молодцы, должны разрабатывать, нужно внедрять. Если у вас новые финансовые средства есть, внедряйте новые. Но опять с учетом того, чтобы эти ваши ульи позволяли вам проводить ветеринарные обработки, обеспечить хорошее кормление, собирать пыльцу. Правда, они сейчас дорогостоящие стали. Но в то же время могу сказать, если у вас определенный тип ульев есть, не надо искать золото там, где его может и не быть. Еще мой дядя, он который тоже, также он Табоев Герман Петрович, говорил на чувашском языке. Пул болзан, шатак блереды пул был отвечал. Если так перевести. То есть факторы семьи, конечно же, играют большую роль, но это не панацея. Вот ульи закупил, очень стильный ульи, да, стимулирует развитие пчелиной семьи, согласен. Есть объем для размещения, воспитания расплода, для складирования меда, переработки, да. Но если в природе будет медосбор, кормовой базы хороший, мед он будет везде. При условии, что если ваши пчелы здоровые. Я пока принципиально про болезни говорить не буду, это тема отдельная для разговора. Таким образом, я думаю, сейчас мы перевалили в эти типами ульев. Кому надо, я повторяю, молодцы, закупайте, развивайтесь, осваивайте новые типы ульев. Это позволяет стимулировать, повторяю, медосбор. Но это не панацея. Поэтому надо работать с тем ульем, которые у вас есть. Следующая у нас тенденция последние годы пошла заниматься породами. Вот давайте нам такую породу возьмем, утром проснулись и полные ули меда. Есть такая тенденция. И мы закупаем. Кстати, вот именно зимовка, итоги зимовки от породы зависит. Вот теперь мы вот про Карпатку сказал Вячеслав Андреевич. Правильные слова. Потом сказал вот про узбечку, сказал то же самое, да. Что же произошло? Те пчеловоды, у которых плохие итоги зимовки, для примера скажу тоже, не для передачи, между нами, фамилию называть не буду. Пасека крупная, известные пчеловоды, 8 семей, половина погибла. Это же, извините, стыд и позор, именитые пчеловоды в деревне, в районе, пасека погибла. Что-то делать надо ведь? Что мы делать? Надо тихо, мирно, аккуратно, надо его восстановить. Как можно восстановить? Закупить узбечек, так ведь. Ну ладно, закупили, молодцы, деньги сэкономили, восстановили. Я прихожу, спрашиваю, кадр, очень хорошие семьи, очень хорошо развивается, интенсивное развитие, это весной, летом, медосбор хороший, все они заполнили, довольны, все радуются. В следующем году, весной, рано проснулись, хорошее развитие, проблем нет. Летом, медосбор хороший, все хорошо. Я тогда хотел сказать, вот сейчас у тебя скоро эта пасека накроется. Ну, так нельзя говорить, что накроется медным тазиком. В следующем году семья ушла на вторую зимовку. Итоги второй зимовки я узнал в прошлом году, в мае. Они закупили дополнительно та же узбечек. Таким образом, покупка вот этих пакетов – это путь в никуда. Я понимаю еще раз, что не все понимают, есть такое понятие адаптации, акклиматизации. Вот наша корова сегодня приводили пример. Она не может работать в Узбекистане, она не может работать на Кавказе. На Кавказе кавказская бурая порода коров. Только я за техник могу сказать, понимаете? То же самое, пчела, которая пришла к нам из Узбекистана, смотрите по карте, какая там температура, какая там период зимнего покоя. Она изначально не выдерживает. Да, первые 2 года она выдерживает. Она свой ресурс, потенциал, который в нем был заложен на 3 года и более, выдает за первые 2 года. И потом эта пчела умирает. Просто она не приспособлена. У нас зимовка длится 5-6 месяцев. Сами прекрасно понимаете. Естественно, в этом случае опять возникают проблемы. Вот теперь опять разговор ведем. Как он все-таки занимается породой. Вот я раз всегда выражал благодарность Пирожкову Николаю Петровичу, то, что он занимается этой популяцией. Да, тяжело, накладно, как уже сказано, наверняка мы чистопородных уже сами пчел не найдем, они уже все помеси, но все равно это какие-то популяции местные, которые более адаптированы к нашим условиям. Вот, я нельзя сказать, что у нас брат 3 отделения, да, в одном чисто вот эта популяция, мы их говорим, среднерусская, ближе к этому, другая, непонятно какая-то, серо-буро-малиновая, следующая Карпатка.
Совершенно разное поведение, совершенно разное развитие, медосбор. Это для того, чтобы было знать, как они развитие идут. Таким образом, в любом случае, вот еще раз, мое видение, покупки в ответе пчелопакетов именно дешевые, они же дешевле на 1500, тоже прекрасно понимаем, деньги экономии, хотим быстрее восстановить, это путь никуда. И поэтому мы должны, даже если у кого-то отход пчел будет, надо постепенно пытаться восстанавливать путем, наверное, приобретения у своих пчеловодов, да. Вот Вячеслав Андреевич выводит маток, прекрасных маток. Я у него беру временами, когда вот надо будет, когда вот не формируем. Да у нас вот Пирожков Николай Петрович занимается, Капитонов занимается, Валерий Иванович. То есть пчеловодов, матководов известных есть. Вот поэтому нам нужно все-таки не стараться вот туда идти, в сторону закупки, а именно самим надо это все работу выполнять. Это, я думаю, конечно, это сложновато будет, но в то же время это позволит нам повысить, скажем, сохранность пчелиных семей. В следующий момент, мы сейчас, конечно, стараемся производить качественный мед. Тоже скажу свое суждение, это в литературе нигде не описывается, просто пришел на основании своей многолетней работы. В свое время очень много выезжали в Москву на медовые ярмарки, буквально в смысле жили в Москве, месяцами жили, неделями жили, лопатили много меда, перепробовали все меда, начиная от каштанова, который там, извините, в Адыгее, в Сочи, и потом который в Кирове. Я просто могу сказать, что наш мед, который производим мы, вот как батовский мед, как чувашский мед, он также ценится, он идет на уровне кировского, марийского, на уровне башкирского меда. Вот поверьте, я за свои слова отвечаю. И в то же время у нас тоже должны понять, элитным медом считается липовый мед. Это все прекрасно представляем. Кстати, сегодня мы провели оценку, провели экспертизу медов. Я очень благодарен, что я был как бы председателем экспертной комиссии. Очень много было медов, очень много было достойных медов. Я рад, что вы откликнулись, принесли. Я отклоняюсь, просто хотел сказать насчет липового меда. Мы все хотим липовый мед, и подавляющее большинство наших потребителей других регионов, север Москва, мы поставляем свой мед в Москву, поставляем, да, конечно, наиболее востребован липовый мед, это действительно так. А теперь даже вопрос в связке с породой. Какая порода способна собирать и заготовить липовый мед? Если вы занимаетесь Карпаткой, там, какими-то другими породами, даже если ваша пасека находится в лесу, у вас настоящего липового меда не будет. Это точно. Я пришел к тому, что тоже пасека находится в лесу, есть семьи, там большая пасека, есть желтые, это, я думаю, отголоски итальянской породы, есть серые, есть мирные такие. Вот, никак не могу объяснить, но тоже для информации. Бывает так, что липа цветет кругом, сидим в липняке, кругом липа, качаем мед. В этом месте липовый мед, а там непонятно какое-то темное создание, вкусный аромат, изысканный аромат, печатки темно-мокрые. Вопрос, а почему эта пчела, когда липа цветет, а липа у нас выделяет нектар, 1000 гектар, самый удобный для доступа сбора нектара, эта пчела все равно умудряется найти в это время откуда-то такой непонятный, ароматный души, оригинальный темный мед. Почему? Все просто. Это не среднерусская популяция. Это Карпатка, может быть, это не Карпатка, это вот у нас Серый Горно-Кавказский была в свое время, Итальянка была. Вот они все равно переключаются не на липу, на другой. То есть изначально эта пчела воспитана в стадии личинки. Она получала нектар не липы, а другой. У него там заложено. То есть липовый нектар этой пчеле не интересует. Я поэтому, это только мои суждения, как-то литература об этом не прописывается, я просто хотел бы сказать, уважаемые пчеловоды, если хотим участвовать в конкурсах, зарабатывать баллы, дипломы, поставлять в Москву именно липовый мед, все-таки надо перейти, в том числе, на ту пчелу, которая именно мотивирована на липу, а это среднерусская популяция. А так, я считаю, все меды, которые были представлены, они все уникальные. Я рад, что вы хорошо подключились, молодцы. Еще раз приглашаю вас 3-4 марта к нам в университет. И еще,
Мы в прошлом году организовали, у нас всегда были курсы повышения квалификации, но в прошлом году мы организовали обучение профессиональное по пчеловодству. Мы выдаем дипломы рабочей профессии, поэтому, если желающие есть, мы вас приглашаем. Начало занятий где-то с 1 марта. Занятия будут проводиться вживую, реально, под руководством наших уважаемых ученых Мадыбекин Иван Николаевич. Приглашаем Косяев Николай по болезням, я буду читать, выездные занятия будут. Занятия будут проводиться неделю в 2 раза, завершение обучения в июне с наступлением теплой погоды, когда мы можем выехать на практику несколько раз, посмотреть, как вообще пчелы развиваются. И по окончании будем выдавать документы о получении рабочей профессии пчеловод. Спасибо за внимание. Это больше, наверное, не вопрос, а рекомендательного характера. Я как лесовод 30-летним стажем, я развиваю мысль Елены Максимовны Дымзы, замминистра природных ресурсов, хочу вот такой рекомендательный характер пчеловодам дать. Вот все знаем, что пчелы у нас потихоньку умирают, так ведь, по разным причинам. Тут причины и в пчеловоде, и в самом пчеле, наверное, и то, что вы сказали, от региона зависит, аэрирование у нас неправильное может быть. Вопрос вот такого характера. В Канашском районе в прошлом году даже массовая гибель пчелосемей была. Так ведь? Они протрубили во все фанфары, вышли на уровень, но вопрос не решили по гербициду сельхозпроизводителей. Вот Елена Васильевна доходно объяснила, привязывая закон лесного кодекса, что, получая лесной участок пчеловод, уже освобождает, не освобождает, а нас, лесоводов, привязывают, что в периметре 3 километров нас уже запрещают какие виды производить. Так вот я рекомендую, нельзя ли нашим сельхозпроизводителям рекомендовать и привязывать, может даже и на федеральном уровне, привязывать, чтобы вдоль лесных опушек или вдоль пасек не производить работу и не обрабатывать гербицидами и пестицидами, а наоборот, помогая создавать там медоносные другие виды растений. Вот как вы на это смотрите? Это от нашего вот, рядовые пчеловоды, выходя письмами и другими рекомендациями характерными обращениями, они не добьются нужного результата. Вот именно такой международный форум на высоком уровне может нести как бы вот, результат, может быть. Спасибо. Хорошо отвечу. То, что канадский пчеловод нам прославился по всем федеральным каналам, это очень большой минус на Чувашии. Это реально большой минус. Почему? Потому что после того, как это прозвучало, мне звонили пчеловоды, вернее, покупатели с Москвы, сказали: Герат, что вот там всех пчел потравили, что ли? Что, ваш что теперь вообще отравлен, его есть нельзя? Я долго успокаивал, но все-таки я Вяземского, они знают, что я говорю: Андрей, не переживай, нахожусь глубоко в лесу, говорит, тут никакого агронома в помине не было, и в ближайшей перспективе, говорю, не будет. Я так успокоил, все нормально было. А теперь, если серьезно, после этого мероприятия у нас совещание было под руководством вице-премьера, нашего министра профильного Артамонова Сергея Геннадьевича, именно Минсельхозе было, обсуждали вопрос. Ну, понимаете, руководитель предприятия, закрытые, открытые, это субъекты, это юридические лица. Таким образом, понимаете, мы никак не можем вот это законодательно запретить. Единственное, теперь вышла рекомендация, что составлена интерактивная карта размещения пасек по всей Чувашии. И пчеловод должен там зарегистрироваться, что вот именно пчелотоваропроизводитель знал, в каком месте находится пасека, и, соответственно, если он там какие-то технические культуры возделывает, об этом он уведомил, да, администрацию села и самого пчеловода. Вот такая работа должна вести координационная. Поэтому запрета может не быть. Но в то же время рекомендации были настоятельны, чтобы товаропроизводители жили дружно с пчеловодами, потому что это наше общество, таких проблем больше не возникало. Насколько знаю, это было несколько лет назад, таких проблем больше нет. Но теперь от себя хочу сказать, все-таки пчеловод должен быть чуть-чуть тоже ногами стоять на земле. Вот. Я вот считаю, что пчеловод должен неделю или раз в месяц обойти 2 километра в радиус продуктивного лета пчел вдоль и поперек
вот этот участок в лесу, на поляне, в деревне, кто-то ходит, человек должен знать, что у него цветет. Вот там цветет, километр прошел, там цветет. Мы вот так не ходим. Если вот таким ответственным человек был, он что, неужели он раб, где находится, не знал бы? А то, что раз обрабатывается, тоже знал, что не мог подойти к агроному, тогда уж обрабатывать, не мог подойти к другим предприятиям, где это, кто раб спас, это же можно делать. У нас тоже в этом году все звонят, раб спасели. Нормальный агроном, подошли, поговорили. Герат, какие проблемы решим. То есть это же можно, а потом вот по телевизору вот так бросать рамки, вот так говорит. Конечно, можно играть на публику, но это не дело. Это крайняя степень безответственного подхода пчеловода. А если пчеловод об этом знал бы, что у них раз обрабатываться будет, неужели ему не сказал бы этот агроном, когда будем обрабатывать? Есть простые приемы. Закрываем летки, что вентиляция полностью работает, корпуса наставит, затеняем это улье. Под чем? Это же все расписано в литературе в учебной. Как надо защищать. Он и закрыл летки, поэтому у него пчелы сдохли. Что вы нам сказки рассказываете? Не, я еще раз говорю. Дело не в том, что закрыл летки. Надо создать... Чувашия у нас очень плотно населенный. Еще раз. Населенная республика. Хоть куда подтянись, 2 километра, везде это деревья. Я это скажу. В данном случае летки закрывать не надо, закрыть так, чтобы она забитая василка, чтобы была условия вентиляции, для вентиляции ставят дополнительные корпуса. Чтобы, если это жаркая погода, затеняется сам улей, какие-то навесные, я не знаю, сено, солома, зеленая трава, все остальное. Другого варианта нет. Вот если у вас, знаете, что у вас обрабатывается участок, что вы будете делать? И тогда другое место увозите. А есть другой радикальный способ. Перейти в лес глубоко, там, где нет цивилизации, где мы живем. Я так как писался на сайте вот этого форума. Если вам агрономы не нравятся, перейдите в лес глубоко, там ни одного агронома нет, там никто ничего не обрабатывает. Понимаете? Мы хотим жить в деревне, и место цивилизации, быть хорошо рядом. А знаете, как плохо работает в лесу? Я сейчас завершу, потом вы скажете. Я к тому, что да, тяжело в лесу работать. Вот там плюсы планет того, что там нет таких рисков. Да, тяжело добираться. Зимой на лыжах, пешком грязь через реку, но добираемся. Поэтому есть разные подходы. В данном случае все-таки надо жить дружно, и агроному, и пчеловоды, и проблемы решать. Мирно, аккуратно. Спасибо. У меня вопрос к вам. Вы затронули очень хорошую тему насчет обучения. Но обучаться, допустим, есть не очень так получается. И пчеловод, который смотрит, я бы дальше что-то простить вам. Нельзя ли это сделать так в районе, чтобы изменить учебу? Не получается, Слово для выступления предоставляется соискателю кафедры морфологии, акушерства и терапии, кандидату сельскохозяйственных наук Скворцову Анатолию Ивановичу. Много говорили о борьбе с болезнями, как развивать, чтобы не потерять население, чтобы пчелиные семьи сохранялись, и не было таких негативных вопросов в борьбе с болезнями. Я считаю, не только на предпочтенном участке, но и в зоне продуктивного медосбора иметь прочную кормовую базу с биоразнообразием микрофункциональной флоры. Вот в связи с этим целью нашей работы явилась эта оценка посадки саженцев мелколистной липы и систематизации ухода в ближайшее течение 2-3 лет, вот, и своевременной прививки их интродуцированными видами липы, как маньчжурская, амурская,
крымская, вот мы недавно, в 2019 году, там была международная конференция, я вот туда привез 5 саженцев, вот сейчас поступили прививки этой крымской липы. Но, конечно, в большинстве, как нам известно, пчеловодам, в большинстве районов Российской Федерации произрастает только липа мелколистная. Мы считаем, как мы говорим, местная липа. Но эта липа имеет самый большой двухнедельный период цветения. Даже в прошлом веке, в августовые годы, большое выделение нектара с липы наблюдалось лишь один раз в 3-5 лет. В последние годы, в частности, в 2019 году, а затем, как начались затяжные дожди, пчелы могли использовать медосбор с липы только в течение 4 дней. Вот за этот период пчелы среднерусской породы, но сейчас очень негативно говорили выступающие о среднерусской породе пчел. Но тем не менее, мы не должны забыть свою родную пчелу. У нее есть, если нет, мало, надо привести, как делает это наш организатор данного мероприятия форума Пирожков Николай Петрович. Он не только привез из северного района Пермского края, но также не поленился поехать в Красноярский край, оттуда привез. Вот. Все равно развивает среднерусскую пчелу. Вот я сказал, только могли 4 дня использовать вот за этот период. Пчелы среднерусской породы собрали за 3 недели больше, чем пчелы карпатской породы. А вот в следующем году, в 2020 году, пчелы могли энергично работать лишь в один первый погожий день обильно цветущих слив. Сильные семьи среднерусской породы собрали 17 килограмм меда, липового меда, о чем подтверждает показания контрольных ульев. А в то же время мы ведем параллельно с Пирожковым фенологические наблюдения, из этого видно, что в то же время на пасеке КФХ Пирожкова Николая Петровича, вот у нас будет примерно 150 километров, вот там стояла солнечная погода, вот пчелы могли использовать там в течение 6 дней. Вот суточный привес я записывал, контрольная улья находилась в пределах 5 июля, то есть 3,6 килограммов, соответственно, 6 4,5, 7 дошло до 9 килограммов, 8 11, 9 9,8, но 11 числа уже стало только 3 килограмма. А в прошлом, за 22 год, пчелы продуктивно работали лишь всего 4,5 дня. Суточный привес контрольного улья составил по состоянию пчелиной семьи так по дням. 10 июля 3, соответственно 11,5, 12,6 килограммов, 13,8, 14,5 килограммов. Вот что делать в таких условиях? Следовательно, в условиях такого глобального потепления климата эту проблему нужно решить специальными методами. А что именно надо сделать? Надо именно посадить сначала местную липу мелколистную и прививать их интродуцированными видами лип.
Наша пчеловодная организация, пчеловодская, была, но с нами, перед нами была бы задача продлить продолжительность цветения липы хотя бы 2 раза за счет посадки 50 и более летних саженцев и прививать их затем этими интродуцированными видами. Но на территории России, конечно, известно, что только растет мелколистная, а всего их в мире более 50 видов. У нас в Чувашии встречается 7 видов. Это липа мелколистная, крупнолистная, маньчжурская, амурская, крымская, сибирская. Ну и американскую мы нашли в ботаническом саду. Но последние 7 интродуцированы из других регионов. Произрастает на Чапаевском поселке, в Чебоксарском ботаническом саду, у нас в Пчеловодское, это у Мадевейкина Ивана Николаевича, от Опигово-Ядринского района. Но небольшими грудинами в естественном виде растет липа крупнолистная в лесхозах Ханарского, Опытного, но в прошлом году осенью мы нашли в Мурманском районе, около Калинина, тоже есть небольшими грудинами. Так. Ну, что мне хочется сказать, я долго не буду уделять внимание на это, чтобы постоянно поддерживался перезяточный период, междусборный период. Надо все-таки создать изобилие цветущих некоторых растений. Не только липы, но и имели не 3-4 вида ивы, а иметь побольше видов. Вот когда я организовал в 70-м году колхозную пасеку из семей, вот, поставил цель, чтобы иметь побольше некоторых растений разных видов. Вот ивы мы довели до 18, а вот липовых видов, интродуцированными видами, 7 видов. Ну, конечно, они начали свою продукцию давать, это видно как посещают пчелы цветки липы. Вот. Но вы, наверное, думаете, что долго придется ждать результата от липы. Но мы должны стараться, чтобы, которые остаются после нас, наши дети, внуки, чтобы могли радоваться этим достижениям. Благодарю за внимание. Такое большое мероприятие состоялось на международном уровне. Приехал товарищ Форстер из Швейцарии и из Беларуси выступил аккуратно. Вот. Пусть у него будет здоровье, чтобы он мог также собрать в дальнейшем и другие годы, чтобы мы могли благополучно жить и успешно развивать пчеловодство. Спасибо большое. Слово предоставляется нашим гостям, нашим соседям, доктору сельскохозяйственных наук, профессору из города Казань Валентину Николаевичу Шилову, председателю общества пчеловодов Республики Марий-Эл Павлу Ивановичу Свинину, председателя общества пчеловодов Республики Мордовия Сергею Васильевичу Юматову, Смирнову Николаю Сергеевичу, город Нижний Новгород, Горловский Алексей Сергеевич, город Ульяновск. Добрый день. Как было уже объявлено, я из Казани, Шилов Валентин Николаевич.
Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса. Да, вы уже устали. Мы будем кратко. Тем более, видите же, на сцену пригласили не одного, а с поддержкой всех соседей. Поэтому каждому дали столько времени, чтобы вы не устали. Уважаемый Николай Петрович, участники 8-го международного форума пчеловодов, разрешите вас поприветствовать от себя лично, а также от ректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса, город Казань, Титова Николая Леонидовича с 8-м международным форумом пчеловодов Чувашской Республики «Помоги пчеле». Благодарю организаторов данного мероприятия за приглашение и проявленное внимание. В названии форума «Помоги пчеле» обозначена основная проблема, стоящая перед пчеловодами Республики Чувашия и всей страны. То есть это общая проблема пчеловодов – сохранить пчелу. Поэтому выступающие уделили большое внимание болезням пчел, профилактике и методам лечения. Участники форума отмечали, что бесконтрольное применение пестицидов, агрохимикатов, их фальсификат приводит к гибели пчел. Бесконтрольный завоз маток, пчелопакетов из-за рубежа и южных регионов России приводит к возникновению и распространению новых, ранее не встречающихся в нашей зоне заболеваний. Распространение несертифицированных лечебных препаратов снижает иммунитет пчел, что сказывается на жизнеспособности пчелиной семьи. Поэтому основным приоритетом развития пчеловодства должно стать, во-первых, сохранение пчел, их защита и охрана от неблагоприятных факторов окружающей среды. Во-вторых, защита естественной и создание искусственной медоносной базы. В-третьих, возрождение селекции пчел. В-четвертых, просветительная работа среди подрастающего поколения. И в-пятых, продвижение продукции отечественного пчеловодства. Да, вы, конечно, можете сказать, что 5-й пункт нужно бы поставить вперед, то есть продвижение продукции пчеловодства. Но учтите, без всех 4 не будет той продукции, которая стоит на 5-м месте. Пользуясь случаем, хочу пригласить участников форума на ежегодную 2-недельную учебу пчеловодов по программе повышения эффективности развития пчеловодства, которая будет проходить в Казани с 6 февраля по 17 февраля 2023 года. В рамках обучения проводится фестиваль меда, обучение пчеловодов Татарстана бесплатное. Если участники форума пожелают принять участие
в нашем обучении, то я тоже создам условия, чтобы пчеловоды Чувашии прошли обучение бесплатно. Но заявка должна быть подана в течение сегодняшнего и завтрашнего дня с предоставлением всех документов. 15-16 февраля 2023 года в институте будет проходить международная научно-практическая конференция на тему «Фундаментальные и прикладные решения приоритетных задач пчеловодства». 16 февраля 2023 года также будет организована выставка распродажи оборудования, инвентаря, спецодежды, продукции пчеловодства от производителей. И в заключение, участникам форума хочу пожелать успешной творческой работы, выработки интересных предложений для дальнейшего улучшения развития отрасли пчеловодства, крепкого здоровья, счастья и благополучия на благо нашей великой России. Подняться на сцену без презента, ну нехорошо, чтобы Казань так поступила. Николай Петрович, вы организатор такого большого, прекрасного форума. Примите от нас маленький презент. И также этот же, такой же точно презент прошу передать Рудольфу Васильевичу. Спасибо. Юматов Сергей Васильевич, Мордовия. Я в то же время являюсь членом управления СПР, скажу и на эту тему тоже. Всем организаторам данного мероприятия огромное спасибо. И новые вещи узнали, и 8-й год об этом мероприятии, в принципе, не первый раз слышал, просто попал первый раз сюда. Николаю Петровичу отдельно, он и к нам приезжал, и родственники у нас там его живут. Сейчас уже у нас получается чуть ли не семейная дружба. Есть, конечно, разные мнения, что ли, по узбечкам. Если, например, дополнить, то есть такая штука, как торпилелапсос. Слышали наверняка об этом, да? Есть такие проблемы у нас, как идентификация, то есть чипирование, так называемое, во всех регионах. Тоже, наверное, слышали все это хозяйство. То, что сегодня, вот с 1 марта вступает в силу, сегодня говорили, новые условия экспертизы меда, тоже проблема у нас, как все это производиться будет, как не производиться. Вот я как раз к тому, к чему и веду. Мероприятие прекрасное, люди вместе и работают вместе. Вам не хватает совсем немножко. Вот то, что вчера Капунин сказал, Николай Петрович вспоминал, это и Александр Сергеевич Пономарев в правлении СПР, и Капунин Валерий Павлович, председатель. Вам не хватает статуса как раз федерального. Межрегиональный есть, международный, будем считать, тоже есть, а вот федерального статуса у вас нет. Для того, чтобы вот эти вот как раз нормативные вопросы решать, и создавались в срочном порядке на базе принятия ветправил, вот последних, скандальная ситуация тогда была, пропустили закон о пчеловодстве. Некоторые вещи там неправильные. Вот, были созданы две организации федерального уровня. Это СППР, то есть пчеловоды-промышленники, и Союз пчеловодов-промышленников. Вас там как раз и не хватает.
А из Приволжского федерального округа, который ко мне относится, вот получается так, что не хватает именно Чувашии, Марий Эл, Лабинов хоть и представляет, но юридического права на ваш голос от республики и Удмуртии его, к сожалению, нет. А сделать это совершенно просто. Вот мое пожелание было, чтобы вот этот вот минус, совсем в принципе небольшой, но крайне-крайне важный, вы бы его исправили. Было бы совсем здорово. А так за все спасибо огромное. Всех благ, приезжайте в гости. Как там говорят, вместе мы сила, девиз. Добрый день. Очередь дошла до Республики Марий Эл. Сначала официальная сейчас. Председатель общества пчеловодов Республики Марий Эл Свинин Павел Иванович. Уважаемые участники 8-го международного форума пчеловодов «Помоги пчеле». Дорогие друзья, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл поздравляет вас с этим знаменательным событием. Пчеловодство – важная отрасль сельского хозяйства России, которая является неотъемлемой составляющей культуры и быта народов. История бортничества уходит вглубь веков. Этот род занятий сформировал целые династии, для которых пчеловодство стало образом жизни, наполненным глубоким смыслом. Всем участникам этого знаменательного форума желаю плодотворной работы, достатка, достижения намеченных целей и всего самого доброго. Здоровья, семейного благополучия, пчелиного трудолюбия и, самое главное, ясного, солнечного, мирного неба над головой. С уважением, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Андрей Владимирович Кондратенко. Общество... Не поднимайтесь, я вам передам. Общество пчеловодов Республики Марий Эл занимается теми же вопросами, что и у вас в Республике Чувашия. Но, чтобы не говорить о грустном, скажу о положительном. За несколько лет уже в Республике Марий Эл как пчеловодам, кооперативам, государство, подтверждая название форума «Помоги пчеле», нам помогают финансово. Пчеловоды, кооперативы получили уже более 20 миллионов рублей помощи. То есть это на закупку оборудования, линии разлива меда и другие субсидирования техники, оборудования для создания медоносов и другие виды оборудования, закупка другого вида оборудования. Поэтому на сегодняшний день, по сути дела, вот за несколько лет создается в Республике Марий Эл новая отрасль. Она в составе Министерства сельского хозяйства, в отделе животноводства, это пчеловодство. Для статистики в Республике Марий Эл по итогам года 2037 пасек, около 30 тысяч пчелосемей. Поэтому на сегодняшний день объединение, важная работа общества пчеловодов Марий Эл для того, чтобы проводить работу по борьбе со всеми болезнями и проведение других мероприятий, о чем сказано на сегодняшнем было форуме. Поэтому спасибо за приглашение. Точно так же будем приглашать и вас на все мероприятия Республики Марий Эл. Мы соседи с вами. С праздником! Здравствуйте, я из Нижегородской области, зампредседателя Нижегородского общества пчеловодов. Я очень рад, что у вас развивается, пчеловоды молодеют, это тоже приятно, очень много молодежи появилось. Как мне сказали коллеги, проблемы одни и те же стоят. И самое главное, нам почаще бы обмениться, вы к нам приезжали, а мы к вам. Николай Петрович к нам тоже сейчас приезжал на собрание пчеловодов в Нижегородской области. Здесь самое главное, что люди меняются контактами, опытом вживую, и это движение намного развивается, чем буквально лет 10-15 назад. Это не так все было развито. Да, к сожалению, проблемы есть. Одна из проблем у нас, которая стоит, это узбечек заводит, испортить то, что еще хуже становится. Сейчас мы хотим попробовать запретить узбечек завозить, если получится, конечно. Хотя попытку сделать,
чтобы наших пчел-то Поволжья лучше использовать. Ну вот. Еще раз спасибо, Николай Петрович, что пригласил. Здравствуйте. Горловский Алексей, Ульяновская область, зоотехник, пчеловод, имею высшее зоотехническое образование. На данный момент пасека 200+. Немного поездил по стране, побывал на разных пасеках, посмотрел. Вот на этой земле, на этих формах я третий раз. Единственное, вот с кем я первых 2 раза приезжал, пожалуйста, фотографии включите, я вам вставлял пчеловоды. 14 октября ушел из жизни Пашканов Сергей Иванович. Это мощнейший пчеловод, практик. Да, нет его с нами. Вот, так что, ну, просьба, если не сочтите за кашуз, давайте минутой молчания почтим его память. Спасибо. Вот с ним последние 5 лет мы отрабатывали методы пчеловождения, чтобы, используя любую породу пчел, подбирали породу, пробовали в разных ситуациях, но принцип зоотехников обкатывали. При хорошем зоотехнике не нужен ветврач, как вот меня учили в свое время. Это к чему я вам говорю, просто вот, ну, тут не видно, он был инвалид, у него не было кисти правой руки. Осенью мы распродавали пасек после него 230 семей. Вы вот представляете, до какой он степени отточил свою технологию. Вот сегодня много говорили про плохую зимовку, про породы, про липу, про обработки. Вот, ну, главная беда сейчас в пчеловодстве – это развитие пчелосемей. В связи с погодными условиями цветы цветут, но нектаровыделений нету. Главный инструмент сейчас на пасеке – это контрольные весы. Какой месяц? Апрель, май, июнь, июль, без разницы. Нет привеса 100 грамм, кормите медом, сахаром, сытой. Я не знаю, если вот это будете соблюдать, продуктивность вашей пасеки минимум на 50% увеличится. Вот по Чувашии я на 4 пасеках был, наблюдал около 3 лет. Ваша главная беда, что у вас после липы нет поддерживающего медосбора. Пчела, отработанная на липе, она не растит себе замену. У вас зимовать некому в ульях. Мой вам совет, кормите сразу после липы. Поддерживающий медосбор, у вас половина проблем уйдет. Теперь вот на это, ну извините, вот печальная нота, но тоже мы это обсуждали. Ситуация в пчеловодстве, это вот как эта сцена. На первом плане вот это наше собрание красивое, вот эти букеты, вот это. А за этими букеты сцены, которые повидало все. Вот так же и у нас. Приезжаешь на пасеку, все нормально, все красиво. Начинаешь в улье смотреть, а там посмотреть 20-30%, остальное смотреть нечего. Пчел мы продаем не из-за того, что они хорошие, а как я их прорекламирую. Кстати, мы 500 пакетов последние 5 лет продаем, объединились несколько пчеловодов. И люди ездят за 1000 километров и берут, потому что мы берем качество. Также и вы создавайте племенные пасеки. Племенные пасеки не такие, как я разрекламировал на пакет, на момент продажи пакетов, а чтобы весной, осенью приехали, посмотрели, там было на что посмотреть, чтобы там пчела от стенки до стенки, что она здоровая, что там свежие светлые соты, нормальные рамки. Это вот что касается пчелиных семей. Что касается меда. Вот эти конкурсы меда, я понимаю, меда шикарные. Да, действительно, чувашский мед, он, ну, вкуснее я только север Пермского края пробовал, Башкирия. Но мы же не можем похвастать, что я вот эту пробу принес, это 500 килограмм, от 1000 килограмм меда. Я принес вот такую баночку. Такую баночку получить очень просто, а получить 500 килограмм, 1000 килограмм нормального меда так нельзя. На мировой рынок с чем мы вышли? С подсолнечным медом. Почему мы с ним вышли?
а потому что мы можем партию создать 20-30 тонн только подсолнечного меда. Липового, нормального меда, от которого вот балдеет весь мир. Мы не можем такие партии собрать, потому что у нас нет. Вот. Ну вот как-то так. Спасибо за внимание, спасибо организаторам. Давайте трудиться и защищать свою пчелу. И не только ждать, когда нам Москва положит, а вот эти мини-такие островки безопасности, чтобы вот изнутри создавать это. Да, можно и бакфаст, и карнику, но надо приспособливать к местным условиям. Вот. Все, спасибо. Уважаемые коллеги, я являюсь региональной организацией пчеловодов Татарстана, член Совета. Хотел бы вам пояснить, что действительно только в единстве сила. Значит, мы создали это общество для того, чтобы уходить от потрав. Вместе с Минсельхозом, значит, проводим мероприятия, встречаемся, и когда слышим, что в каком-то хозяйстве начинают обрабатывать первым классом, мы здесь же поднимаем сразу тревогу, выходим на все уровни, и Минсельхоз выходит на уровни. Первый класс меняет на третий, именно на биопрепараты. Поэтому вот эти общества, они нужны в нашем пчеловодстве. Я сам живу в Буинске только. Как бы, если у кого-то будут возникать вопросы, значит, обращайтесь. Потом на уровне правительства мы во всех районах с главами администрации провели собрание, каждый год проводим, чтобы действительно донести до всех аграриев, что надо уходить от первого класса и переходить на биопрепараты, так как биопрепараты, они чуть-чуть дороже, но, по крайней мере, сохранят наших пчел. И уже когда нет возможности на рапсе перейти на биопрепараты, хотя бы обрабатывали третьим классом, так как третий класс менее опасен. Если его обработать с 9 до 2 часов ночи, потерь пчел бывает очень мало. Поэтому я тоже хочу, чтобы вот у вас такая сильная команда здесь в Чувашии, чтобы было свое, по-моему, она у вас и есть. Вы объединились также по районам, создали группы. У нас группы WhatsApp везде. И, в принципе, работаем на уровне со всеми пчеловодами. Делимся информацией. Значит, когда идут какие-то обработки, нам скидывают, где будет обработка. Наверное, граничные, здесь пограничные янчики, они страдают иногда от белого барса. В принципе, надо входить в группы и уже, по крайней мере, знать, когда будет обработка, чтобы меньше попадать под отравы. Сам я держу уже с 2014 года серо-горную кавказскую пчелу, занимаюсь пчелопакетами и совместно вот являюсь членом Совета РО. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо большое. Сегодня до начала форума на втором этаже культурно-досугового центра состоялась выставка-конкурс меда. И для подведения итогов конкурса и награждения победителей на сцену приглашаем заместителя главы, начальника отдела экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батревского муниципального округа Виктора Игоревича Львова. Наверное, вы услышали, что у нас на самом деле с 1 марта вступают новые ветеринарные правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда и продуктов пчеловодства. И мне хотелось бы сегодня остановиться накратко на новых изменениях. Первое условие для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы меда и продуктов пчеловодства обязательным условием является наличие ветеринарно-санитарного паспорта, который оформляется и регистрируется на станции по борьбе с болезнями животных. Второе условие. В данном паспорте, конечно, должны быть занесены все результаты о проведенных исследованиях, а также о проведенных лечебно-профилактических мероприятиях. Как же это выглядит? Например, если вы обращаетесь осенью за оформлением ветеринарно-санитарной экспертизы, у вас уже должны быть занесены все те показатели, все те данные, которые заранее проведены. Для этого
должны соблюдать все сроки исследования расплода пчел, а также подмора пчел. Второе условие: для отбора проб обязательно должны приглашать и должны участвовать специалисты государственной ветеринарной службы. И ими отбираются пробы, а также оформляются акты отбора. Третье условие – это до проведения ветсанэкспертизы пробы меда, образцы должны пройти лабораторные исследования, включая органолептические, а также физико-химические исследования. И то, что еще новые изменения внесли, пробы меда должны пройти один раз в год на исследование на наличие токсических элементов, пестицидов, а также на наличие ветеринарных лекарственных препаратов. Вкратце все по этим новым правилам. Теперь переходим на подведение итогов конкурса сегодняшнего мероприятия. Всего на конкурс представлено было 54 образца меда из 5 регионов Российской Федерации, в том числе из Нижегородской, Ульяновской, Ярославской областей, Республики Татарстан и Чувашской Республики. Образцы Чувашской Республики представлены из Алатырского, Батырского, Вурнарского, Комсомольского, Марбасарского, Маргаушского, Цивильского, Чебоксарского, Ячикского, Шумурсинского районов. Теперь для подведения итогов я хочу передать слово председателю комиссии. Так, добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Я что хочу сказать. Я очень рад, что вы все дружно откликнулись. Я хочу подчеркнуть, что меды были все изумительные. Мы действительно долго думали, каким образом вот именно выявить наилучшего победителя. В то же время еще раз, у всех меды были действительно, я считаю, очень хорошие, классные меды. Были мелы, были монофлерный, в основном это липовый мед, был монофлерный, это гречишный мед, потом были полифлерный мед, это, как считаем, лесной, там луговой, степной, или такие меды были. Мы все постарались проанализировать, но еще раз, оценивали внешний вид, оценивали цвет, оценивали вязкость меда, степень кристаллизации учитывали, но он не играл большую роль. Далее оценивали аромат, вкус и, конечно, послевкусие и оригинальность вкуса. Мы, конечно, еще раз, опыт работы в этом имеем, поэтому мы старались быть объективными. И в конце концов мы так подошли к тому, что отбирали сами такие вот, на наш взгляд, богатые меды по вкусовым ощущениям. И потом уже комиссионно, у нас было всего 5 членов комиссии. Мы все коллегиально приходили к единому мнению, что вот данный мед, он действительно соответствует тому уровню, то, что сейчас мы провели. Конечно, это объективный фактор. В то же время мы считаем то, что мы приняли участие коллегиально с участием специалистов ветеринарной лаборатории, это, я думаю, именно комиссия была объективна в суждении. Образцу номер 1, принадлежащему пчеловоду из деревни Новая Дубаева, Жановского района, Республики Татарстан, Исхакову Марату Мурабакевичу. Извиняюсь, если неправильно выразилась. Так. Это было третье место было. Так, третье место еще присвоено образцу номер 46, принадлежащему пчеловоду из села Первомайское, Батырского района, Ласовой Ольге Анатольевне. Очень Второе место присвоено образцу номер 12, принадлежащему пчеловоду из села Саханы Батырского района Чувашской Республики Алексеевой Светлане Ивановне.
Следующее соответственно присвоено образцу номер 50, принадлежащему пчеловоду из села Изделили Сами IDC Алатинского района Казанцеву Василию Петровичу. Я птица играть на сессию, сжигаю вместе с песней. И здесь для вас Самые почетные места. Василий Петрович. Кто Россию уважает, кто к ней не пристает, кого она унижает. Почетное первое место присвоено образцу номер 43, принадлежащему пчеловоду из поселка Бурнара Чувашской республики Федорову Ивану Михайловичу. Данный форум проходит с 2014 года, как уже заметили ранее. Но однако, замечая то, что ежегодно форум становился все крупнее, обширнее, ежегодно увеличилась география участников данного форума. И совместно с нашим председателем, наших пчеловодов, с Горшковым Николаем Петровичем, вот в текущем году совместно с администрацией муниципального округа решили, так скажем, перейти в новый формат, более серьезный, глобальный. И думаю, сегодняшний день он сегодня удался. И что хочу сказать, большое спасибо участникам и гостям других республик за уделенное время, внимание. Хочу отдельно слова благодарность сказать нашим аксакалам, нашим спикерам, которые также делятся своим опытом, своими знаниями, которые необходимо, так скажем, по-моему, передавать в новое молодое поколение. Что хочу пожелать, думаю, если будет, так скажем, видя то, что это интересно, будем продолжать данный форум и будем его развивать более интересными мыслями, более интересными темами и, так скажем, новыми участниками. О себе хочу сказать еще раз. Думаю, то, что данный форум прошел плодотворно, каждый получил информацию, которая позволит развивать свое хозяйство еще сильнее и тем самым позволяя развивать район, республику, конечно же, и страну в целом.